Успение Девы Марии – особенный день, особый праздник для всех православных христиан, посвященный уходу Пресвятой Богородицы из земной жизни. Матерь Божия, Мать нашего Господа Иисуса Христа, нашего Всевышнего Господа Вседержителя и Жизнеподателя. Раз мы живем, мы уже понимаем, что мы благодарны за жизнь Господу и Его Матери. Он всегда говорит же радоваться нам, а мы все плачем, просим, нам всем все мало, все чего-то не хватает. И чаще всего мы молимся о прощении наших грехов, это все верно. Но еще самая уже высшая стадия, я считаю, это когда мы еще не только молимся и просим, а еще благодарим за эту жизнь Господа Бога и Матерь Его, Пресвятую Богородицу, Деву Марию. У абхазов же издревле Успение Пресвятой Богородицы – это один из самых почитаемых праздников, связанный с поминанием близких родственников, покинувших этот мир. Жизнь, она не заканчивается смертью. Это начало. Как мы предстанем перед смертью, как Христос показал нам свое воскресение. Каждый человек должен того, чего желает себе, желать ближнему. А мы что? Мы все братья во Христе. Христос сказал: «Я вам даю новую заповедь, любите друг друга и врагов любить своих, чтобы враги стали друзьями». Не просто, но это нужно. Маленькие дети еще не говорят, но они видят образ святых, целуют эти иконы. Они подходят к кресту. Маленькие еще не говорят. Они все слышат. И они потом заговорят именно так, как они слышали. И надо беречь детей, надо беречь свои уста от сквернословия. Вы знаете, верная жена, верный муж, честный человек, честная жена. Честь – это очень важно. Это верность Богу, верность жене, мужу. Это основа. Люди семьями собираются в своих родовых поместьях и в молитвенном благодарении за все пережитое и в покаянии обращаются к покровительнице земли своей Апсна, ходатайце земной и вечной радости при благословенной Царице Небесной, поминая своих близких, ушедших в вечность. Человек должен жить с этим православным учением, с этим Словом Божьим. И тогда обязательно смысл наполняется, именно смысл жизни должен быть наполнен евангельской правдой. Вот тогда человек становится образом и подобием, он обязательно будет делать то благое, которое будет ему полезно. Сейчас мы первый день поставы записываем, и человек должен уединяться, находиться в молчании, в молитве, в искренней молитве, из души, из глубины своего сердца к Богу обращаться. Должен успокоить свой ум, успокоить свои эмоции, все свои желания, все свои мысли. Вы скажете, а при чем здесь мысли? Да потому что они с ума людей сводят. Миллиарды мыслей, которые человек считает их истинными и правдивыми, и бегает за ними. Воображение, иллюзии, галлюцинации все эти. Понимаете, тысячи необдуманных желаний, необдуманных мыслей, воображений. Все это должно прекратиться. Непонятное желание, а отсюда все непонятные потом. А как мы разговариваем? Обратите внимание на наш разговор. За каждым словом проклятие, мат, жаргон страшнейший, конечно. Отсюда и поведение потом понятно. То есть человек должен над собой духовно трудиться. Если он духовно над собой не трудится, ничего не будет. За это каждый человек, где поставлен, мужчина или женщина, молодой или старый, возраст не имеет значения. Каждый на своем месте должен духовно трудиться. Тогда изменится вокруг нас все. Все остальное, с точки зрения меня, как религиозного человека, сказка. Если человек изнутри не меняется, ничего никогда не поменяется. Человек изнутри должен меняться там, где ты поставлен. И выполнять свое дело в высшей степени по совести и качественно.
Все остальное это говорить сейчас о политике, экономике, национальности. Я вообще эту тему я не трогаю. Это ничего не поможет. Поможет только духовное изменение. Хотите изменить общество к лучшему? Каждый меняйтесь на своем месте. Хочешь помочь своему народу? Меняйся к лучшему. Хочешь помочь человеку? Хочешь помочь своему народу, своей стране? Меняйся к лучшему. Сам ты на своем месте. Духовно развивайся. Живи по заповедям Божьим. И тогда все вокруг нас изменится к лучшему. А другого пути нет. В данной передаче в преддверии этого важнейшего церковного праздника Успения Божией Матери, Пресвятой Богородицы, мы беседуем о жизни, размышляем о главном, и каждый из ее участников, в числе которых главным образом священнослужители Абхазской православной церкви, через опыт своего пережитого, делятся пониманием поиска главного в жизни. Царица Небесная приходит ко всем людям, не выбирая. Поэтому мы и почитаем, и Царица Небесная наша заступница. И такое почитание Царицы Небесной и в Абхазии, и в России, и в многих других странах, оно подтверждено великими молитвенниками, святыми угодниками православной церкви. Поэтому мы почитаем Царицу Небесную и в честь нее устанавливаем этот праздник и это пост строгий, чтобы достойно встретить великий праздник Успения Богородицы. Многие считают, как это так? Вот Матерь Божья умерла, а православные празднуют и радуются. Как это можно? Многие удивляются. Но Матерь Божья не умерла. Она усопла, заснула на короткое мгновение, чтобы потом проснуться, вознестись на небеса к Богу, к своему Божественному Сыну и быть ходатайцей за всех нас, за человеческий род, просить своего Божественного Сына о нас, грешных, порой падших людях. Поэтому Царствие Божие – это смысл всей нашей жизни, вожделенный рай. Человек умирает телесно, по нашему учению, а духовно он живет вечно. И поэтому, конечно, то зло, которое сегодня существует, мы не можем отменить. Мы можем, каждый человек может приносить плоды покаяния, но окончательная победа над злом, окончательная победа над злом будет во время второго пришествия, которое мы ожидаем. Любая религия, которая бы не была, имеет смысл жизни. Это не обязательно, что мы православные, есть ислам, мусульмане. Это не имеет значения. У каждого есть смысл жизни. У каждой религии. Что же главное в этом? Как? Как это объяснить, что главное? Главное верить в Бога. Adorei-mo
Хотелось бы, чтобы было такое вот именно очищение в плане сохранения всех лучших традиций, народных традиций, христианских традиций, сохранение нашего этноса, сохранение наших святых заповедников, мест, святых мест. Но происходит ли это сейчас у нас? Не происходит. Мне кажется, что политика настоящая, вот в данной ситуации, политика так мощно вторглась в жизнь народа, что народ перестал прислушиваться, что ли, даже к инстинкту самосохранения. Вот. А куда делась вот наша абхазская, вот это стержень абхазский, вот это, понимаете? А если мы хотим процветания Абхазии, это делается не так. Это делается духовным возрождением, самоотверженным трудом на своей родной земле. Через смирение мы достигаем духовного равновесия, мир, тишину, покой. Поэтому говорят, что смиренные наследуют Царствие Божие. И Серафим Саровский на камне молился 1000 дней. Вы можете представить, какой труд физический, какой тяжелый молитвенный труд он перенес. И он всех призывал к смирению, к кротости. И святые отцы говорят: смиряйтесь сами. Через ваше смирение вокруг вас люди спасутся. Через личный пример. Самое важное в жизни человека – это личный пример. Тем более в жизни верующего человека. Личный пример сонным святых угодников Божьих. И праведники всегда жили и будут жить. Может быть, их число меньше, чем раньше, но все равно много людей, которые стремятся к праведной жизни. Конечно, бесспорно, конечно, есть праведные люди, но их мало, и чаще их и не видно. Скромные люди не выпячивают себя, не показывают себя. Они живут в тишине, в деревнях, может быть, кто-то в горах живет. Есть такой опыт жизни в горах, в уединенных местах, потому что возносится на небеса. Наша душа тонкая, эфирная, она, даже ученые доказали, что имеет вес наша душа, но это в микронах измеряется. Душа устремлена ввысь, душа возносится на небеса, а тело наше греховное, тело тянется к земле, ибо она из земли взята. Поэтому и получается конфликт души и тела, который многим мешает вокруг себя создать духовный ореол, благодатный ореол, божественный ореол вокруг себя создать. Потому что тело наше требует особого питания, особого ублажения. Сколько времени мы тратим на своего тела. Наше тело мы ублажаем, моем, лечим, создаем какие-то особые условия для отдыха. И тело даже мы возим на курорты отдыхать. И в это время, когда мы так много думаем о своем теле, мы забываем о своей душе. Душа также желает духовной пищи. Что же является пищей для души? Пища для души – это молитва, милосердие, доброделание. Потому что сколько бы мы ни молились бы, какие бы мы молитвы ни вычитывали бы, если у нас нет любви, оно впустую. Вот мы даже, когда стоим в храме, верующие люди, мы не знаем о судьбе, о жизни тех людей, которые рядом с нами стоят. Мы безразличны. Мы послушаем молитвы в храме и уходим. Нету такого внутреннего трепетного отношения к друг другу. Мы часто говорим, конечно, о любви. Это очень важное значение в христианстве имеет человеческая любовь. Но ее у нас очень мало. Или нету, или ее очень-очень мало.
все возможности для духовного развития есть. Просто должно быть желание человека. Очень важный момент, что человек желает, чего он хочет. И самый главный вопрос, человек не знает себя. Самое главное, человек должен начать с себя. Кто ты? Зачем ты живешь? Он должен задать сам себе этот вопрос и искать на него ответ. И тогда он, конечно, придет к Богу. Тогда он придет к пониманию смысла жизни и начнет над собой духовно работать. Называется это спасение своей души, называемое в христианстве. Начнется духовная борьба с греховными страстями. Ну, многие не знают, что такое греховность, с негативизмом, тем негативизмом, который в нас есть. А что в нас есть? Человек себя не знает. Если он начнет изучать себя, он увидит ужас в себе. Насколько он горделив, тщеславен. Ну, от гордости все, конечно, греховные страсти, но тщеславие, высокомерие, хитрость, подлость, продажность, зависть, обидчивость, мстительность. Все в человеке присутствует. Это целый букет. Когда он приходит к пониманию спасения своей души, конечно, он увидит себя, в каком он ужасе находится и чем он занимается на самом деле. Тогда он, конечно, обратится к Богу за спасением. И здесь начинается путь человека. Он начинается с покаяния, с осознания и покаяния. За это очень хорошо читать Новый Завет. Книга есть такая, Новый Завет. Все его слышали, знаете. Многие знают теоретически, но ничего не делают практически. Вся проблема в этом тоже очень большая. Многие начитались книг, а толку, практика нулевая. А многие вообще ничего не знают, даже и не читали, ничего им не интересно. За это все зависит от человека, его желания, его стремления, его понимания, его осознавания. Если он понимает, осознает, стремится к спасению, да, но это надо увидеть себя. Если человек себя не видит, что он болен, как он будет исцеляться? Он духовно болен человек, и он должен это увидеть. Это самый главный тонкий момент такой. Отсюда начинается путь к Господу через покаяние. Понимаете, надо увидеть себя больным. А чтобы это увидеть, надо заниматься, наблюдать надо за собой. И ты увидишь в себе, ты думаешь, это он такой завистливый, а я нет. Ты думаешь, он такой там хитрый, а я нет, да? Или он такой там лгун такой, а я нет, или там и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? На самом деле все у нас присутствует. И вот когда человек увидит свое ужасное духовное положение, что он настолько болен, что его ничего не спасет, кроме Бога, вот тогда он говорит: Господи, помилуй. И обращается к Богу с покаянием и начинает новую жизнь. Но это не значит, что он сразу изменится. Это очень большой труд. В течение многих лет человек должен трудиться над собой.